Здравствуйте. Мы хотим предложить гипотезу распространения двойных колец в условиях невесомости. Для того, чтобы более подробно рассказать смысл эксперимента, мы его пошагово перенесли на доску. В условиях невесомости дым будет вести себя не так на Земле. Он не будет спускаться вниз или подниматься вверх. Также не важна его температура, так как конвенция невесомости не действует. Также важна герметичность контейнера. Это нужно для того, чтобы дым случайно не вышел наружу. Еще важно, чтобы контейнер был прозрачным. Это поможет более подробнее следить за ходом эксперимента. Как видно из схемы, внутри контейнера будет находиться прибор, который будет выпускать дымовые кольца. Длина полет дымовых колец будет ограничена только размерами контейнера. Также важен прибор, который будет откачивать осевший дым из контейнера, иначе это может как-либо повлиять на ход эксперимента. На Земле дымовые кольца после своего появления начинают увеличиваться в диаметре и постепенно растворяться. Но как будут себя вести дымовые кольца в невесомости, сказать довольно трудно. Ведь на их поведение влияет множество различных факторов, а на невесомости и того более. И поэтому мы предполагаем, что скорость увеличения диаметра дымовых колец будет низкой, а дальность полета будет высокой, вплоть до тех пор, пока дымовые кольца не встретят какую-либо преграду. В земных условиях дымовые кольца будут напоминать чем-то маленькие вихревые облака. Но в невесомости под действием множества факторов их структура, скорее всего, изменится. Но со 100% вероятностью спрогнозировать нельзя, и поэтому только эксперимент сможет ответить на то, как будет структура дымовых колец в условиях невесомости. Спасибо за внимание.